Я продолжаю писать карту дня на 20 сентября. Это у нас среда. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки будут у меня в этой части. Если вашего знака нет среди названных, тогда вам нужна первая часть. Ее найти очень легко. Я всегда внизу под этим видео, если вы вниз прокрутите, оставляю ссылочку для вас. Там написана ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите, и там будут ваши первые 6 знаков. А я смотрю дальше. Весы. 20 сентября, среда. Меня интересует среда. Что будет у весов? Успех показывает у вас, может быть, в работе, в делах. Корона. Общение с представителем закона, власти, то есть это с каким-то таким серьезным человеком. Разлука, временное расставание. Череп. Ухудшение самочувствия, болезнь. Так, здесь еще есть прибыль. Сундук. Значит, смотрите, что я нашла. Успех в работе, в делах, общение с влиятельным человеком, финансовые поступления, временная разлука, расставание с кем-то и, возможно, ухудшение самочувствия или, наоборот, улучшение, если вы планируете заниматься здоровьем. Тут и так может быть. Ну, вот такая информация для вас. Весы на среду. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. Двадцатое сентября. События дня для скорпионов. Свидание первое. Событие. Может быть свидание или какая-то приятная встреча. Змея. Общение со змеей. Это может быть человек, у которого длинный острый язык, может быть медик, либо может быть еще по году рождения змея. Так, кровать. Интимная связь. Свидание и кровать. Продолжение свидания. Череп показывает ухудшение самочувствия или, возможно, вы будете как раз заниматься своим здоровьем, да, то есть, видите, в этот день выпадает врач, медик, доктор, лаборант, ну, любой человек, связанный с медициной. Так, гости еще есть, чашка чая. Общение с друзьями также еще есть.
Сердечко, дружеское какое-то приятное общение. Болтовня, колокольчик. Болтовня с друзьями. Обман нельзя, и здесь нет. Значит, смотрим, получается, в этот день у вас будет общение с друзьями, разговоры, свидание или приятная встреча, интимная связь, гости, и также общение со змеей и тема здоровья тоже будет важна. То есть в среду вы будете заниматься собой, своим здоровьем, своей внешностью, может быть, как вариант. Может быть, это не здоровье, просто внешность тела. Так что вот такая информация для вас, скорпиончики. В принципе, можно день считать позитивным. Плохих событий не выпало, ну, за исключением, да, черепа. Благодарю за внимание. И переходим к стрельцам. Стрельцы. (20 сентября), среда, стрельцы, события дня. Сразу же змея выпадает. Общение с человеком, у которого длинный злой язык. Интимная связь. Обман нельзя. Приглашение. Дерево. Общение с друзьями. Застолье. Приглашение на застолье. Гости. Друзья, гости. Ну, вот это похоже на одно событие. Приглашение. Да, то есть вы приглашаете друзей или друзья вас. Да, то есть гости, застолье. Рыба. Скользкое дело, хитрость, обман. А, еще вот есть замочек, не видела. Либо рыба, иногда проигрывается какая-то очень вкусная рыба, которая вам запомнится. Может быть, вы там что-то такое вкусненькое будете ужинать вкусненьким. И есть еще деловой разговор. Значит, не сказала, замок — это тайна, открытие каких-то секретов. Значит, смотрите, что выпадает. Выпадает у вас общение со змеей. Это может быть по году рождения змея, по характеру немножко такой, да, человек ядовитый. Может быть, даже медик. Дальше интимная связь, гости, приглашение, застолье, общение с друзьями, открытие тайн, деловое общение, деловой разговор и скользкое дело. То есть, возможно, вот в этом разговоре вам сделают какое-то скользкое предложение. Рыба всегда предупреждает, вам надо быть осторожными. Хорошо все взвешивать перед тем, как соглашаться, потому что ну, это какой-то обман. Да, то есть там надо хорошенько все проверить. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я к козерожкам дальше. Смотрим, козероги. (20 сентября). События дня для козерогов.
Конфликт показывает, может быть, в среду. Скандальчик. Гармоничные отношения в паре. То есть это точно не в паре конфликт. Тема здоровья будет важная для вас. Пустые разговоры, болтовня, колокольчик. Будильник показывает какая-то проблема со временем. Деловой разговор. Общение с друзьями. Ну, вот, возможно, вы видите, будильник выпадает рядом с друзьями. То есть, допустим, договорились встретиться на какое-то время, а вы не успели. И гости. Вам нужно просто правильно распланировать день. То есть у вас, видите, тут и деловой разговор, простое общение, гости. То есть, скорее всего, что где-то вы не успеете. Так, хорошо, значит, смотрим, что выпало. Гармоничные отношения в паре, сильный конфликт с кем-то, деловой разговор, пустая болтовня, гости, общение с друзьями. Правильно нужно распределять время, и, возможно, еще будет ухудшение самочувствия, или можете заниматься здоровьем в этот день. Также еще, смотрите, нашла новость. Можете получить какую-то важную информацию, новость в этот день. Ну вот, такой день для вас. То есть несколько предупреждений. Это здоровье, конфликт и время. Если вы все правильно сделаете, то есть, возможно, день пройдет гораздо спокойней. Благодарю за внимание, козерожки. И перехожу я дальше к водолеям. Смотрим, водолейчики. 20 сентября, среда. События дня. Застолье. Первое событие показывает у вас, может быть. И пустые разговоры. Ну, это явно на застолье. Ссору нельзя. Любовь. Тут большая вероятность, что это может быть свидание, например. То есть, когда застолье, и вы, например, вдвоем с любимым человеком, или вы вместе идете на какое-то застолье, или вы там знакомитесь. Если вы один или одна, вы можете познакомиться и встретить свою любовь на этом застолье. Деловая встреча. Будильник показывает, что могут быть проблемы со временем. Вы можете не успевать, опаздывать, спешить. Или наоборот долго ждать. Ну и так бывает. Интимная связь. Ножницы. Решение вопроса. Смотрите, да, как хорошо. Деловая встреча, решение вопроса. Рыба. Скользкое дело. Какое-то скользкое предложение. Тоже можете получить в этот день.
И якорь нельзя. Значит, смотрите, что я нашла в этот день. Все хорошо в личной жизни, горячая любовь, интимная связь. Дальше какое-то застолье, пустые разговоры на застолье, возможно. Дальше решение вопроса, деловая встреча. И 2 предупреждения. Это будильник, правильно распределять время, чтобы нигде не опоздать, везде успеть. И постараться избежать какого-то заманчивого предложения. То есть, потому что карта говорит, что это обман. Да, то есть вас обманывают, вас затягивают в какую-то ловушку. Поэтому будьте бдительны, внимательны и осторожны. То есть там не все так прекрасно, как вам расписывают. Ну вот, такая информация для вас. Я благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Рыбки, 20 сентября. События дня. Надежда, подсвечник. Приглашение. Мешок с деньгами. Дорога. Череп нельзя. Солнце, радость, хорошее настроение. Метла, ссора, но метла может еще показывать наведение порядков, уборку, чистку. Разлука, чемодан. Чемодан и дорога. Может, куда-то уезжать будете. И открытие тайн, секретов, замок. Новость нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите. Получается, в этот день у вас какие-то надежды вы возлагаете на среду, на что-то надеетесь, чтобы что-то получится. Дальше приглашение, поездка, возможно, с чемоданом даже. Дальше хорошее настроение, открытие тайн, какие-то финансовые вопросы будете решать. То есть события, связанные с деньгами, финансами. И из минуса еще выпала ссора. Но опять же, иногда метла это не ссора, а просто наведение порядков. Поэтому тут, возможно, это будет и не ссора. Так что вот такой день для вас, рыбки, среда. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.